В эфире еженедельная программа «Новости IT». Здравствуйте! Ну что ж, неделю встречаем с российского ПО на ваших смартфонах. Шутка, которая стала явью, символично стартует с 1 апреля. Теперь, покупая смартфон, готовьтесь, что на нем будут установлены Яндекс.Браузер, поисковик Яндекс, Яндекс.Карты, Яндекс.Диск, почта Mail.ru, голосовой ассистент Маруся, новости Mail.ru, соцсети ВКонтакте и Одноклассники, госуслуги и другие. Из неочевидных в список вошел мессенджер ICQ, который, несмотря на свою неактуальность, не выпилили из финальной версии документа. Держателям яблока повезло больше. Когда будете производить первое включение, iPhone спросит вас, устанавливать все это чудо российского приложения строения или нет. У андроидовцев это все будет идти по умолчанию, следовательно, и выпиливать тоже все придется вручную. Штраф для компаний, которые не предустановят российское ПО, составит в районе 200 тысяч рублей. Ракета-носитель «Союз-2-1А» с 38 спутниками стартовала. На борту спутники из 18 стран мира. В их числе спутник Куб-СХ, разработанный с участием якутян. Среди прочих в космос отправлены южнокорейские и японские спутники для наблюдения за поверхностью Земли, японский аппарат для удаления космического мусора, а также аппарат Саудовской Аравии для получения изображения Земли и обеспечения связи. Тем временем НАСА завершила испытания ракетных двигателей для доставки человека на Луну. Прошли они на полигоне в штате Миссисипи. НАСА в четверг провело успешные огневые испытания ракетных двигателей РС-25 пусковой системы Space Launch System, или сокращенно SLS, предназначенной для миссии Артемида по доставке человека на поверхность Луны. 4 двигателя, установленные на специальную опору на территории космического комплекса имени Джона Стенниса в штате Миссисипи, работали одновременно около 8 минут, раннего отключения не произошло. Предыдущие испытания состоялись 16 января. Тогда двигатели проработали одновременно около минуты вместо ожидаемых 4 минут. Одной из причин этого, как выяснилось, стали неверные настройки программного обеспечения. Огневые испытания стали 8-м и финальным тестом Space Launch System. Теперь ее отправят в космический центр Кеннеди во Флориде и начнут устанавливать на ракету «Орион». НАСА планирует отправить астронавтов на Луну к 2024 году, впервые за более чем 50 лет. Однако программа SLS уже отстала от плана на 3 года и потребовала дополнительных расходов в размере $3 миллиардов. Первый этап миссии Артемида, в рамках которого беспилотный корабль должен совершить облет Луны, намечен на ноябрь 2021 года. Однако эта дата, вероятно, тоже будет перенесена на более поздний срок. Человечество на днях впервые в истории запустит земной вертолет. На другой планете Солнечной системы речь о небольшом дроне под названием Ingenuity, который установлен на марсоходе Perseverance. Он весит чуть меньше 2 килограммов, но оснащен несколькими мощными камерами. Благодаря нему ученые надеются более пристально изучить удаленные участки Красной планеты, которые не удается подробно сфотографировать с орбиты. Первый полет, как рассказали инженеры, состоится не ранее 8 апреля. Ученым нужно адаптироваться к полетным условиям. Атмосфера на Марсе по плотности лишь 1% земной. Да и гравитация значительно меньше. При этом Ingenuity, разработка которого стоила НАСА на секундочку $80 миллионов, очень хрупкий экземпляр. А ленские школьники пока запускают дронов на голубой планете. Детали печатают сами, на самом большом в городе, а то и в районе 3D-принтере. Ученики 3-й СОЖ – единственные, кто обладает такой техникой. Это позволило им прокачаться до такого уровня, что ребята побеждают не только на местных соревнованиях по робототехнике, но и на международных. С чудом техники и ребятами познакомилась Анна Кожевникова. На этом лазерном станке можно резать с высокой точностью различные материалы, от пенопласта до фанерного листа. Сейчас с помощью этого принтера ученики школы номер 3 моделируют самолет времен Первой мировой войны, а затем для следующего проекта возьмутся за катамаран. На такие уроки технологий дети ходят с удовольствием, а также занимаются во внеурочное время. Большинство спрашивают, можно ли просто приходить делать, что не именно часы работы. Вот они просто приходят, а до уроков своих приходят, клеят, идут на уроки, придут на переменки, что-то делают, потом дальше идут работать. В этом году в школе появилось новое цифровое оборудование – это интерактивные доски. В рамках национального проекта образования по программе «Цифровая образовательная среда» мы получили оборудование
для 2 наших кабинетов информатики. На сегодня это оборудование активно используют. Вот есть такая замечательная доска, сегодня вот учителя ее активно используют. Значит, тут очень большие возможности у данных технических средств. Также ученики школы номер 3 теперь могут заниматься графическим дизайном. Помимо цифровых досок были закуплены специальные компьютеры. С помощью высокопрофессионального технического оборудования учащиеся 3D школы создают свои уникальные проекты, с которыми завоевывают призовые места даже на международном уровне. Сегодня с нетерпением все ждут окончания пандемии и участия в новых конкурсах. Но успех этих целеустремленных и отлично подготовленных ребят ждать, думаю, не заставит. Геологи провели спутниковый интернет в места поиска золота и алмазов в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба Ростелекома. Так специалисты подключили точки доступа в районе поселка Батагай Верхоянского района, на удаленных территориях в передвижных поселках Спокойнинский и других для специалистов Якутсгеология. Сети спутниковой связи позволили планировать логистику, связывать между собой поисковые группы, оперативно решать рабочие вопросы, направлять отчеты в головной офис компании, а также повысить комфорт участников экспедиции. А в Сюльдюкар Мирнинского района пришло оптоволокно. Провайдер тот же Ростелеком. Так, в Садынском национальном и Венкийском наследии высокоскоростным интернетом будут обеспечены в первую очередь школа, детский сад и администрация. Пробный запуск уже состоялся. Местные отмечают, что интернет просто летает. Третий республиканский ГИС-хакатон прошел в столице. Мероприятие считается марафоном разработок в области геоинформационных технологий. С новыми разработками, которые, возможно, скоро плотно войдут в нашу жизнь, ознакомился Дмитрий Тымыров. 138 участников и 36 команд. Это не только представители региона, но и участники из других субъектов страны. Часть мероприятия, по словам организаторов, будет проходить на площадке Zoom. Мероприятие будет идти 3 дня. Сегодня у нас считается нулевым днем. День открытия, день, когда ребята выбирают кейсы. Мы собрали 12 кейсов, которые были представлены от различных органов власти, от наших спонсоров, от наших технологических партнеров. Подготовленные кейсы тесно связаны с вопросами улучшения жизни в городе, с развитием городского пространства, созданием интернет-площадок, обмена мнениями и другое. Основной спонсор и партнер мероприятия 2GIS подготовила для ребят сразу несколько кейсов. Мы в данном случае предоставили 5 кейсов. Первый кейс – это насчет городского транспорта. Сейчас в скором времени мы будем транслировать городские маршруты на карте 2GIS и хотелось бы немножко оцифровать, то есть показывать онлайн-версии, сколько людей находится в автобусах, то есть чтобы человек понимал, наполнен автобус или нет. Второй кейс – это встроить голосовое сообщение, не сообщение, а Алису, можно сказать, с помощью которого можно будет управлять, переключать музыку, узнавать прогноз погоды. С искусственным интеллектом, естественно. Хакатон будет проходить в течение 3 дней и завершится в это воскресенье. Призовой фонд составляет 100 тысяч рублей, не считая призы от спонсоров. А среди школьных команд будет разыгрываться путевка на участие в финал конкурса «Моя профессия IT». И на этом все. Повтор программы смотрите на YouTube-канале Якутия24, а также в Instagram-аккаунте yak24.ru. До встречи через неделю и всего доброго!